Добрый день, дорогие друзья, коллеги, я тоже журналист с 1956 года. Работал в разных редакциях, газет, журналах, радио, телевидении. Моя фамилия Дагжи, зовут меня Тимур Шахмурадович. Мои коллеги Ришат Джемилев, ветеран национального движения, и Искендер Умеров, ветеран национального движения. Собственно говоря, вот это вот ветеранство изблизило нас для того, чтобы написать то письмо, которое у вас в руках. Вы его прочитаете, и потом, если будут у вас вопросы, вы тоже ответите. Но сегодня наша пресс-конференция посвящена, почему была ликвидирована наша автономия. Ну, для того, чтобы понять это, наверное, надо будет немножечко вспомнить историю. Решая национальную политику, в молодой советской стране были созданы национальные автономные республики. Проще говоря, каждый народ получил государственный ордер на свою национальную квартиру, где он образовался как народ. Крымским татарам тоже дали такой ордер на их национальную квартиру в виде автономии. А вот когда все это делили, евреям ничего не досталось. Они, конечно, обиделись. Сначала они обратились к Ленину, потом к Сталину, что мы тоже трудящиеся такие, и поэтому мы хотим иметь тоже какую-то автономию. В начале 20-х годов в Крыму начался страшный голод. В Симферополе появилась такая благотворительная организация «Джойнт», которая помогала голодающим. И вот один из руководителей американской еврейской благотворительной организации «Джойнт», Виктор Розен, привез тогда из Америки для передачи советскому правительству проект, который, в общем-то, был выгоден для молодой советской страны. Тогда Америка еще не признавала Советский Союз и очень нуждалась в деньгах. Вот этот проект очень долго обсуждался. Проект обсуждался так, что да, надо дать, наверное, евреям автономию. Они просили автономию в Крыму. Сначала все Крым, Одесса, но потом все это сужалось и остановились только на Крыме. Тогда в Москве эта организация «Джойнт» организовала очень большую выставку сельскохозяйственной техники, пообещала, что вот мы поможем американскими тракторами и так далее, и так далее. Конечно, все это было выгодно тогда, но и обещали деньги, но деньги под какой-то залог. И тогда были выпущены облигации, а под залог было выделено 375 тысяч гектаров крымской земли. Эти облигации в Америке были раскуплены. 200 самых богатых семей раскупили эти облигации, в том числе и Рузвельт, Гувер. Они тогда еще не были президентами, они потом стали. Вот. Так что эти купчие на их землю, ведь на нашей земле у них были. Но руководство Крыма началось постепенное заселение евреями. Руководство Крыма очень возражало против этого проекта. И возражало не потому, что это были евреи, вовсе нет, а потому что у Вели Ибраимова, который тогда руководил автономией, были другие планы. Он хотел, во-первых, переселить сюда крымских татар, которые бежали в годы присоединения Крыма к России, бежали в Румынию. Но этот проект возвращения сюда крымских татар из Румынии Москва не поддержала и настаивала, чтобы здесь были евреи. Но евреи начали ехать, Ибраимова и всю верхушку Сталин не терпел возражений, расстреляли, пересажали. Кстати, в том числе и моих родственников 6 человек, из них 5 2 расстреляно, 3
3 человека умерли в тюрьме, один отсидев 23 года, вышел все же. А крымские татары, вот сейчас, если вы поднимете литературу, пишут, что и крымские татары, и немцы очень-очень возражали против вот этих новых еврейских поселений. И везде это было в литературе. Ну вот я недавно, занимаясь этой проблемой, я обратился в наш архив. И что удивительно, когда я спросил, я говорю, знаете, вот что-то по евреям подготовьте мне, вот по тем еврейским поселениям, что было тогда? И знаете, что мне ответили? Что 2-3 года назад приезжали американцы сюда, очень не интересовались этой темой. Они заплатили массу денег, и работники архива, как они говорят, наглотались этой архивной пыли, чуть не заболели, но дали им справку. Я говорю, ну и что? Как? Они говорят, вы знаете, жили мирно, был только один конфликт, когда овцы одного татарского чубана залезли в пшеничное поле еврейской общины, ну тогда был шум, гам, но до драки дело не дошло. То есть вот и тогда очень толерантно относились и немцы, и татары к еврейским поселениям. И то, что сейчас пишут, вот, были против, все это ложь. В начале 30-х годов Сталин, но все же автономию он не сделал, потому что побоялся вот этих межнациональных конфликтов. И к 30-му году, в общем-то, этот проект как бы был забыт. Но он был забыт, но руководители Джойнта и через посольство американское все время Советскому Союзу напоминали, что вы получили денежки, и, ребята, дальше думайте о чем-то. Ну, чтобы как-то это дать понять Джойнту, что это очень тяжелый вопрос. Сталин в 1936 году на съезде Советов делает доклад. Делает очень интересный доклад. Он его очень хитро построил. Он начинает рассказывать, почему кому-то дали союзную республику, а кому-то автономную. И объясняет, что союзная республика – это когда там население составляет большинство, и оно имеет границы с иным государством. А вот автономная республика, она и на примере Крыма. Он говорит, вот, например, крымским татарам, он тогда крымским не говорил, вот, например, татарам, почему мы даем только автономию? Да потому что у них вроде бы и границы есть с Турцией, но так как они составляют меньшинство, мы поэтому им дали только автономную республику. Вот этим он показал, что там автономия есть, и мы не можем, если мы автономию ликвидируем, что скажут другие республики? Он очень осторожно подходил к этому вопросу. Вы знаете, вот я сейчас хотел бы посмотреть на тех людей, которые оспаривают национальный, ненациональный. Тот же Грач, который очень любит Сталина, пусть поднимет томик, вот этот доклад Сталина в 1936 году, и почитает, там все очень четко сказано, чья это была автономия. Но в ходе Великой Отечественной войны вроде это забылось. Началась война. В ходе Великой Отечественной войны советские войска несли очень большие потери. И поэтому, начиная с 1941 года, Молотов первый прилетел в Америку и начал ставить вопрос о помощи. И Америка начала помогать действительно Советскому Союзу. Посылали сюда самолеты, танки, металл, бензин. Все, очень была большая помощь. В то же время Сталин просил все время через послов, через Молотова, откройте второй фронт. Второй фронт был необходим. Почему? Потому что если бы открыли второй фронт, Гитлер бы оттянул 40 дивизий с нашего фронта, и нашим войскам было бы намного легче работать. Они тянули это и 41-й, и 42-й, и весь 43-й год.
И только на Тегеранской конференции, которая началась 28 декабря, 28 ноября, закончилась 3 декабря, запомните эти цифры, там решился вопрос. Там Рузвельт прямо сказал Сталину: решай крымский вопрос. Без этого мы второй фронт не откроем. И Сталин дал указание выселить, освободить Крым, сделать этническую чистку, подготовить для крымской автономии, для Крымской Калифорнии. Ну и у НКВД тогда был большой опыт находить обвинения. Быстро придумали что-то такое, ну и в мае выселили крымских татар. 18 мая выселили крымских татар, потом греков, болгар, армян. И вот когда уже Крым полностью был этнически очищен, через 9 дней после этого открылся второй фронт.